Послание председателю Китая. Я начну обращение к тебе с этого аята из Корана, в котором Аллах Всемогущий говорит: «Бойтесь искушения, наказания или испытания. Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании». Другими словами, наказание, когда оно настанет, оно подминает под себя даже невинных, как вы видите сегодня. Люди умирают на улицах по причине наказания Аллаха против тебя. Ты своими решениями мучаешь два народа. Первый – это мусульмане-уйгуры. Ты причиняешь им зло, ты лишаешь их религии, их Господа, и ты убил многих из них. Ты заточил их в лагеря, что является великим притеснением. Во многих странах организации по правам человека обвиняют тебя и призывали тебя не поступать так, но ты упорно продолжал это делать. И как итог, погляди, что произошло. Твои люди умирают на улицах, в поездах, на станциях, везде. Просто падают и умирают. Твоя экономика в коллапсе. Что же ты собираешься делать? Расскажи нам. Если ты отзовешь свои решения, то мусульмане повсюду поблагодарят тебя. Но если ты продолжишь упорствовать в изоляции их в лагерях, тогда уясни для себя, что Аллах намного властен над тобой, чем ты властен над Ним. И у Аллаха имеются солдаты и армии, совсем не похожие на тех, что имеешь ты, даже если мы называем из его армии вирусы и бактерии. И этот солдат под названием коронавирус – лишь один из них. Так что если ты найдешь лекарство от коронавируса, то у Аллаха есть неограниченное количество других коронавирусов. И как только ты найдешь лекарство от него, Аллах тебе пошлет другое. Он займет тебя другим вирусом. И у тебя нет выбора. Не играйся со своим Творцом. Не думай, что коронавирус – это последнее, что есть у Аллаха. Прекрати мучить уйгуров. И не думай, что твое вето может остановить наказание тебя. Если твое вето остановит твое угнетение на земле, то у тебя нет вето против Господа. Так что никакое вето и никакие солдаты не принесут тебе пользы. Потому что Аллах твой Господь и Господь твоих солдат. И эта планета, на которой мы живем, это небольшое колечко по сравнению со всей Вселенной. Ты открыл врата против себя и своего народа. И эти врата не в твоих руках, чтобы их закрыть, и тебе неведомо, как и где их закроют. Вот так просто, потому что моя вера и твоя вера, и вера всех творений во Вселенной, все это во власти Аллаха. Но если тебя не заботит Он, то Он позаботится о тебе, и Он вовлечет тебя в такие дела, в которых ты будешь сожалеть о содеянном. Освободи свой народ, освободи уйгуров прямо сейчас, и я буду первый, кто поблагодарит тебя за это. И все мусульмане будут благодарны тебе. И история запишет это тебе в твою копилку вплоть до судного дня.